Здравствуйте. Вы смотрите «Здоровое телевидение», в студии Семен Чайка. Любой человек, даже самый прагматичный, не склонный к рефлексии и самокомпанию, имеет хоть какое-то представление о самом себе. Оно закладывается в детстве, под влиянием воспитания, образования, культурной среды, других факторов. Меняется с годами и даже неоднократно, подчас в противоположных направлениях, но всегда остается необъективным. Разговор сегодня пойдет о самооценке. Экспертом в этом вопросе сегодня будет врач-психотерапевт, психолог, доктор медицинских наук, профессор психотерапии, писатель, член Союза писателей Эрнест Цветков. Вот так. Сегодня у нас все всерьез. Очень. Здравствуйте, Эрнест. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, во-первых, приятно вас видеть здесь, в этой студии. А во-вторых, вопрос самый главный, как мне кажется, тот, с которого надо было бы начать. Что такое вообще самооценка? Что это за ерунда такая? Почему мы без этого жить не можем? Вы знаете, это действительно, как вы верно заметили, ерунда в какой-то определенной степени. Если говорить более научно и красиво уже, то можно сказать, что это психологический миф или миф, который раздут и выдуман психологами. Но здесь есть и свое «но». Самооценка – это действительно некая объективная психологическая реальность. Я не оговорился, я не говорил субъективная, потому что наши мысли, наши чувства, наши переживания, наше пространство внутреннего мира имеет силу действительно объективности. И вот эта самая пресловутая самооценка, она действительно упирается в очень важные вопросы жизни. В конце концов, опять-таки банальный, но вечный вопрос смысла жизни, он упирается в самооценку. И поэтому мы говорим о том, что у человека должна быть адекватная самооценка. Психологи, психотерапевты ставят диагнозы: заниженная самооценка или завышенная самооценка. Когда человек находится в состоянии уныния какого-то, когда он погружается в субдепрессивное или депрессивное состояние, состояние апатии, или он себя недооценивает, то всегда ставится определенный диагноз или определенная тема, звучит как у человека заниженная самооценка. Временно заниженная. Да, да. И почему-то, на самом деле, почему-то считается, не всеми считается, но рядом специалистов считается, или обывателями считается, что человек с заниженной самооценкой не может достичь какого-то успеха в жизни. И почему-то ему непременно надо повышать эту самооценку. А вы сейчас сомневаетесь? Вы говорите об этом, сомневаясь. Вы сами, получается, не очень уверены в том, что это так? Человек с заниженной самооценкой может добиться больших успехов? Абсолютно верно. Вообще существует сейчас такая тенденция, слава богу, что не тотальная тенденция, когда приравнивают две вещи: судьбу и характер. Когда какие-то профессиональные наклонности, когда путь судьбы выводят из характера. Даже под это дело начинают подтасовывать поговорку вроде бы: судьба – это характер. Или посеешь характер, пожнешь судьбу. Это психологически неграмотно на самом деле. Я приведу ряд исторических примеров. Давайте, вот так, чтобы не быть теоретиком голословным. Да? Хорошо. Возьмем, предположим, несколько профессий. Профессия политика или полководца или журналиста. С точки зрения банальной психологической парадигмы, либо полководцу, либо политику, либо журналисту следует быть человеком, который обладает характером коммуникабельным, общительным, живым, энергичным, подвижным. Но, по сути дела, это действительно ерунда определенная. Мы знаем полководцев, да, действительно, которые по темпераменту были холеричными. Суворов. Он был энергичен, он был подвижен, как ртуть, он вел за собой людей. Но, тем не менее, мы знаем и не менее выдающегося, а может быть и великого полководца Михаила Илларионовича Кутузов. Он был флегматиком, он был даже меланхоликом. То есть человек, который вел себя примерно вот таким вот образом. Мало говорил, много ел, много спал, не очень любил двигаться, не был подвижным, шустрым, но тем не менее... И плохо видел, но ему хватало, чтобы увидеть одним глазом очень зорко. И при этом разбил Наполеона. Есть журналисты, скажем, Тед Тернер, который основал империю, CNN, по-моему, да? Человек был глубоким аутистом. Я сейчас расшифрую. Удивили.
термин вроде бы, да, не всем известен. Аутист — человек, который глубоко погружен в себя. Нет, то, что такое аутист, это понятно, или но я интроверт. никогда не думал, что он настолько... Но, тем не менее, это факт. Да. Дейл Карнеги — один из величайших людей, тех людей, который обозначил целую эпоху, как перестать беспокоиться и начать жить. К нему можно по-разному относиться. К нему и специалисты, профессионалы по-разному относятся. Кто-то с высокомерием, с таким опломбом. Но ему уже все равно, как к нему относятся. Даже если бы он и жив, ему все равно было бы, как к нему относятся. Тем не менее, я могу сказать следующее. Да, человек писал книги о том, как себя правильно вести, эффективно вести, хорошо себя вести, как завоевывать друзей. Но до конца жизни он не избавился от своего кошмарного техасского акцента, от своего косноязычия и от своей неуклюжести в манерах и повадках. И это отнюдь не умаляет его достоинств, может быть, даже подчеркивает. Таким образом, мы видим людей, которые обладали характерами, которые для данной деятельности вроде бы не очень подходят. А посему им ничто не мешало действительно сделать успех, добиться этого успеха, достичь успеха и прорваться действительно к вершинам той же самой популярности или славы. Но это же не значит, что у них заниженная самооценка, если эти люди несколько более флегматичны, чем нужно для их профессии. Возьмем ряд других людей, которые постоянно сомневались в себе. Возьмем писателей. Гоголь. Тот же самый Гоголь, великий писатель, который был знаменитым ипохондриком, который постоянно себя недооценивал, который говорил, что все то, что мною написано, все это плохо. Потому и сжег. Но не все сжег. Не все, к счастью. Не все сжег, да. Поэтому мы имеем возможность что-то читать. Франц Кафка, который, будучи невротическим субъектом, тоже умалял себя. Очень много. И вы знаете, здесь на самом деле, если мы говорим о здоровье, то не надо ни в какую сторону перегибать палку, потому что мы рискуем вместе с водой и ребеночка выплеснуть. Я всегда говорю, что необходима адекватная самооценка, и лучше вообще от нее, как от факта, отказаться на какое-то время. И я могу сейчас объяснить, почему я так рекомендую. Смотрите. Для начала, что такое адекватная самооценка? Вот, допустим, на примерах. Вот я, к примеру, да, телеведущий, радиоведущий, человек, работающий в среде, как считается, такой достаточно сложной, как террариум друзей называется, радио обычно. Реже, но тем не менее на телевидении это случается, когда непонятно, кто кому зайчик. Хотя вот наш коллектив, например, очень дружный, поэтому здесь сложно как-то сориентироваться. Да, приходишь и работаешь. Но бывают другие истории, когда человек, приходя в какой-то коллектив, не только, кстати, телевизионный, радийный, бывают и другие сферы. Наверное, и в вашей среде тоже бывают такие истории, когда человек приходит, если у него чуть ниже самооценка, чем она есть, чем должна быть адекватная, как будто бы, он не может работать, он не срабатывается, потому что его съедают. Он старается, может быть, работать хорошо, но давление, которое оказывают окружающие его люди, его просто уничтожает. И он говорит себе: да ладно, бог с ним, уйду я отсюда. И так вот он уходит с места, с одного, с другого, с третьего, и остается ни с чем. Это что, человек с заниженной самооценкой или слабый? Вот я хочу понять, что это. А вот здесь я как раз и поясню на этом примере, на этой истории, что такое адекватная самооценка. Да, вот, хотелось бы очень. Что я называю адекватной самооценкой. И, рассудим следующим образом. Когда мы говорим заниженная или завышенная самооценка, вызывает подозрение само слово самооценка. Оно стало шаблоном, оно стало уже расхожим термином. Но если задать вопрос, а что такое вообще самооценка? Почему она занижена или почему завышена? Это значит, человек оценивает себя. Но если он оценивает себя, то в каких критериях он делает это? Где критерии, где эквиваленты? Например, стакан. Он стоит определенное количество денег. Да, у него есть оценка. А стоимость человека какова? И вот здесь-то мы упираемся в фиктивность этого понятия. Не эффективность, а фиктивность. А вот когда я говорю адекватная самооценка, это означает следующее. Надо вообще снять вопрос с повестки своей жизни или хотя бы текущего дня своей жизни. Что это значит? Предположим, я Эрнест
Цветков. Я себе не говорю, кто я есть. Почему? Потому что если я буду говорить, я врач, я профессор, я доктор, там, я писатель, я муж, там, я отец, да, я буду давать себе какие-то роли, надевать какую-то маску. Но я же на самом деле, как человек, не есть все это. Это мои роли. Я надеваю как куртку, как рубашечку, как пиджачок, когда выхожу в социум, свои очередные роли. Но когда я сплю, я не доктор, я не психотерапевт. Когда я вовлечен в какой-то творческий процесс, да мне на ум не приходит, кто я есть из этих ролей, потому что я не есть истинный, аутентичный, спонтанный Эрнест Цветков, я не есть даже мое имя. Это другое дело. И вот когда я начинаю на это смотреть как на роли, на определенные роли, как на маски, и признавая, что я не отождествляюсь с этими масками, а если я начинаю с ними отождествляться, то меня начинает, на самом деле, колбасить сама жизнь. Она дает обратную связь. Как только человек начинает завязываться на своем имидже, совершенно верно сказано где-то, да, в рекламе, что имидж не все, а жажда все. Да, имидж ничто. Как только я начинаю завязываться на своем имидже, мне жизнь дает обратную связь. Дорогой голубчик, ты слишком уже ушел в иллюзию. То есть будь проще, и к тебе потянутся. Совершенно верно, совершенно верно. Вот это и есть принцип аутентичности. Да мне наплевать, какой я, хуже или лучше. Я такой, который я есть. Слушайте, а умение общаться в таком случае зависит от самооценки? Совершенно. Совершенно эти вещи неравнозначны и не соотносятся друг с другом. Опять-таки, давайте разбираться вот следующим образом. Что значит умение общаться? Почему я должен... Во-первых, я никому ничего не должен. Это да, это очень хороший постулат, очень люблю эту позицию. Но почему я должен в этом смысле думать о том, как я общаюсь? Эффективно я общаюсь или неэффективно? Я могу рассказать следующую ситуацию из своей жизни, когда я был только-только начинающим врачом, психотерапевтом, психологом, коммуникатором. Это же очень коммуникативная профессия, потому что ее хлеб, ее соль этой профессии держится исключительно на общении. И когда я думал о том, чтобы мне быть эффективным в общении, как мне строить какие-то приемы, как мне там отзеркаливать кого-то, присоединяться к кому-то, там улыбаться. Вы знаете, сразу же проникал элемент искусственности, фальши. И собеседник на очень глубинных каких-то своих внутренних уровнях... Не отдавая себе отчета целиком. Он начинал ощущать эту фальшь, он, может быть, даже ее не осознавал, не отдавал в нее отчета, но коммуникация прерывалась, уже что-то не то было. Уже не было вот этого самого действительно чуда общения. Потом, в конце концов, я выкинул эту чушь из головы и сказал себе, ну вот какой я есть сейчас, каким я себя принимаю, главное здесь вопрос самоприятия, а не самооценки. Вот какой мы шаг делаем. Я сейчас себя в данный момент принимаю. Я не хочу раздувать щеки, я не хочу делать там, хорошую мину при плохой игре. Вот я есть. Главное, у меня есть некая искренность, у меня есть приятие. Я себя принимаю, я собой доволен, мне хорошо наедине с собой, мне хорошо с миром, я умею общаться с собой. Я иду с этим состоянием, я иду в какой-то коллектив, я иду к пациенту, или я иду на тренинг в группу пациентов, или я иду на аудиторию, которая насчитывает 100, 200, 300, 500 человек больше. И тогда между нами появляется вот этот ток общения, очень эффективного и очень искреннего. Вы сейчас сказали очень такую заметную вещь для меня, важную. Вы сказали, я собой доволен, тогда я иду. А если недоволен собой человек? Отлично. По какой-то причине? Замечательно, совершенно замечательно. Не надо ни в коем случае себя здесь казнить, ругать и винить, потому что это определенное естество человека. Недовольство, неудовлетворенность собой – это двигатель внутреннего прогресса, внутренней эволюции. Потому что постоянно быть собою довольным, но это все равно, что быть таким, знаете, жизнерадостным идиотиком, вот, который действует наподобие марионетки и куклы. Все великие творческие люди, они всегда испытывали периоды неудовлетворенности, недовольства. В конце концов, это
естественный процесс. Это то, что действительно, да, помогает взять, посмотреть со стороны критика и сделаться лучше. Лучше не по отношению к кому-то другому. Здесь тоже так не надо ставить вопрос, а по отношению к себе самому, который был вчера. И в конце концов, смотрите, мы приходим к такому парадоксальному, но только внешне парадоксальному, а внутренне диалектически точному выводу. Можно быть довольным и по поводу недовольства самим собой. Вот у меня есть сейчас момент, я недоволен самим собой. И вы знаете, я получаю такое наслаждение. От неудовольствия? От неудовольствия, да. То есть из всего можно получить... Жизнь — это искусство. Можно стать гением жизни То творчества. есть нужно получать радость от всего. И тогда самооценка будет адекватная, я так понимаю. Я бы даже сказал, самоприятие. Появится самоприятие. Как только появится самоприятие, тут и возникает адекватная самооценка. Адекватная. Адекватная самооценка — это принятие себя, это приятие Любого. себя. Любого. Потому что в каком бы состоянии я ни находился, если я собой сейчас недоволен, значит, я говорю, ага, ура, ура, так это же здорово. Это же и есть шанс сделаться лучше. Сделать шаг вперед. Отлично, что я недоволен. Главное вовремя себе сказать стоп. Посмотри, где ты находишься, иди дальше. Если в жизни все хорошо, я доволен тем, что все хорошо, тем, что я в полете, в конце концов. Ну, бывают же разные блюда. Есть первое блюдо, есть второе, есть компот. Есть печенье, есть пряники. И у каждого свое наслаждение. Сразу видно советского человека. Первое, второе, компот. Это так. Это уже универсально. Это метафора. Нынешние, это знаете ли, поколения так не едят. Компот у них не выбирают. бизнес-ланч. У них все по-другому. Но суть остается та же. Суть-то понятно, что та же. В каком возрасте, коль уж мы заговорили о возрасте, начинает формироваться самооценка? Самооценка начинает формироваться около 4 лет, к 4 годам. Может быть, даже в 3 года. Как только человек начинает видеть себя в зеркало, смотреть, был такой великий французский психоаналитик Жак Лакан, он описал стадию зеркала, он начинает себя узнавать. Он начинает себя идентифицировать. И вот здесь мы приходим к очень важному параметру, который гораздо важнее, чем самооценка. Идентичность, идентификация. Вот это уже на самом деле серьезные вещи. Когда человек не может правильно выставлять критерии самооценки, самоприятия, у него наступает так называемый кризис идентичности. Это диагноз, это очень тяжелый, это очень серьезный диагноз, на самом деле. Нет, это, конечно, не ворота в клинику. Как это проявляется? Расскажите. Просто есть у меня, кажется, пример человека, который этим страдает. Мне любопытно, как это выглядит на практике. Кризис идентичности. Да. Очень частые формулировки вроде «не могу себя найти», «не понимаю, кто я», «где я», почему со мной это происходит, какой путь мне выбрать, какую профессию выбрать. То есть человек, он как бы неприкаянный. Очень часто он связывается с кризисом среднего возраста, тот, который возникает, в частности, у мужчин в возрасте 40 лет. И на самом деле, чтобы здесь не нагнетать драматизм, можно сказать, что не всякий мужчина проходит этот самый пресловутый кризис среднего возраста. Вернее, кризис проходит всякий, но не столь драматично он это воспринимает, если человек себя заранее не подготовил, если он заранее уже знает, если, условно говоря, он кризис 40-летних пережил за 20 лет до 30 лет, то здесь все в порядке. Когда он наметил, я знаю, для чего я живу. Я встаю каждое утро, я знаю, для чего я сегодня открыл глаза. И это здорово, у меня же есть это знание. А кризис идентичности, человек, который не может адекватно себя или аутентично проявлять себя в жизни. А что значит адекватно? У него возникает вопрос, я не знаю, для чего я живу. Для чего я существую? Я не знаю, какой смысл не жизни вообще, а моей жизни. Мне это неизвестно. Я не знаю, тем я делом занимаюсь или не тем. Тот у меня брачный партнер или не тот у меня брачный партнер. Вот что-то происходит. Да, жизнь идет, как-то она проходит. Я иду вместе с этой жизнью. А вот этой четкости проявления себя, четкости чувствования себя не существует. Тогда мы говорим кризис идентичности. Человек не может
узнать, он не может узнать себя в себе. Слушайте, а какие факторы влияют на формирование самооценки? Окружение, может быть, среда? Скорее всего, все... Близкое окружение или общее? Все вкупе, все вкупе. Психоанализ, например, центрируется на раннем детском развитии. Можно сказать, что да, воспитание, среда, отношения с матерью, отношения с отцом, они буквально действительно к 4 годам, к 5 годам формируют у человека то, что называется идентичностью. Здоровая она, адекватная, либо она расшатанная, либо она размазанная, либо распластанная и так далее. С другой стороны, скажем, генетики могут говорить, что это генетически где-то задается. А так называемые трансгенерационные психотерапевты говорят, что это по роду передается. Какой бы механизм мы здесь не наблюдали, главное не то, что идет формирование этого комплекса, а то, что мы можем его раскрутить обратно. Мы можем сдвинуться с него, мы можем действительно войти в здоровую, четкую идентичность, постичь вот этот самый смысл жизни для себя. Не смысл Как-то жизни. все сложно, в том плане, что как-то не задумывался я над этими всеми вещами. Мне казалось, что жизнь себе идет, и мы занимаемся в этой жизни тем, что выбираем, и тем, что нам кажется более приемлемым, то, что мы можем делать с любовью. А вот у того, у кого кризис идентичности, у него нет вот этого ощущения выбора. У него нет То есть это просто говорит о том, что нет кризиса? Видимо, так. Так я понимаю. Кризис, если рассматривать двояко. С одной стороны, кризис как перевод с греческого слова «поворот», и мы благословляем кризисы, которые в нашей жизни присутствуют, потому что кризисы, которые мы переживаем, через которые мы проходим, они просто-напросто вырывают нас из спячки, они позволяют нам не становиться идиотами, слабоумными. В конце концов, первый кризис, который мы пережили в этой жизни, это опыт нашего собственного рождения. И есть такие факты, не только гипотезы, но и факты, которые доказывают, что в течение последующей жизни, своей взрослой жизни, ни один человек не пережил такого тяжелого состояния, которое он пережил в момент рождения. Потому что не справится психика человека. Значит, все мы герои. Раз мы выжили, раз в конце концов, во-первых, мы прошли, мы уже победители. И это факт. Ну, как сразу повышается самооценка. Сейчас вот сижу и прям сразу повышаю ее. Становится адекватным. Я же герой. Самопринятие. Я же уже герой. Уже герой. Это нормальный факт. Это не повод гордиться. Почему? Ну, поговорим о том, что на одну яйцеклетку идет большое количество, огромное количество сперматозоидов, только один достигает яйцеклетки, поэтому мы уже выиграли в конкурсе, которого нет ни в одном институте, ни в одном учреждении, ни на одной фирме, то есть одно место на 50, а то и 100 миллионов. Хорошо, мы выиграли. Второй выигрыш, когда мы появились на свет, и мы появились действительно в героических муках. Пережив эти муки действительно, потому что ни один взрослый человек, если он переживает малую толику того, что мы переживали в детстве, когда рождались, этот человек становится пациентом психиатрической клиники, потому что здесь психоз идет. Мы все рождаемся в психозе. На самом деле. Это все рождаемся в преследовании. Очень темно, не видно. Мы переживаем даже на стадии внутриутробного развития такие муки, по сравнению с которыми муки матери — это тоже, знаете, нечто такое... Сознанием дело вы об этом говорите, я смотрю. Сознанием, да. Это знание легко приобрести, на самом деле. Время, нужно время. Для всего нужно время. Вот. Время нужно и на это, но можно. А дальше идет уже определенная история, определенное развитие, на самом деле. И человек может выбирать, человек уже может компенсировать. Вот это знание само по себе является эффективным для того, чтобы осмыслить свое существование и перестать действительно, как говорил Дейл Карнеги, беспокоиться. Когда я сейчас возвращусь к этим кризисам, когда меня что-то припирает к стенке, я могу сказать: Господи, ну какое же это мучение по сравнению с тем, которое я пережил, когда родился. Да это же на самом деле какие-то совершеннейшие цветочки. И с другой стороны, вот эта встряска дает мне возможность развития.
Почему? Потому что второй очень мощный кризис люди переживают, когда происходит отлучение от груди. Это так называемая сепарация, стадия сепарации, она тяжело травмирует ребенка. Я не буду сейчас углубляться в психоаналитическую чаще, но это отрыв от матери. Это ощущение себя беспомощным. То есть еще один мощный кризис. Мощный кризис, да. И мы дважды герои, получается. Родились. И героини. И героини, да, герои, да. героини. Дважды героя – это минимум на самом деле, да. Но тот же Фрейд сказал следующую вещь. Если бы не было этого кризиса, если бы не было отрыва от груди, представим себе такую ситуацию. 10 лет, 20 лет, 30 лет. Дядя, тетя, приближенные к груди, посасывающие. То есть человек растет идиотом. На самом деле наши кризисы нам даются для того, чтобы мы не идиотизировались, не глупели. Потому что кризис дает стряску и заставляет размышлять. Это вот первое истинное значение кризиса. А второе, как бы метафорическое или переносное значение кризиса, которое мы награждаем чем-то таким тяжелым, сумрачным, когда говорим о кризисе идентичности, о тяжелом переживании, как раз заключается в том, что мы себя заранее не готовим. Не готовим к принятию жизни, к тому, не обучаемся азам, основам искусства, потому что жизнь – это искусство. Поэтому здесь возникает альтернатива. Либо-либо. Третьего не дано. Как говорил Андрей Вознесенский, мною любимый. Либо ты черевичный художник, либо ты чечевичный сапожник, гений или дерьмо. Третьего не дано. Либо жизнь есть искусство, высокое искусство. Самое важное из искусств, здесь я не соглашаюсь с Лениным, который говорил, что самое важное из искусств – это кино. Не кино, жизнь. Потому что жизнь – это и кино, кинематика, и драматургия, и все что угодно. Либо жизнь – искусственность. Так вот, когда жизнь есть искусственность, душа человека, она это чует, она начинает страдать. Не туда я иду, не так я живу, неправильно я живу. Он может даже себе не говорить этих вещей, но ощущение, что что-то не так, не тот выбор. Или ощущение, что нет выбора, а несет какой-то волной, какой-то рутиной, какое-то мельтешение идет. Вот это страшная вещь. Красиво. Вот я рисую себе сразу метафоричные картинки из того, что вы рассказываете. Уж больно все лубочно, так даже в моем воображении. Но все-таки интересно, если, допустим, у человека низкая самооценка, неадекватная, как я уж понимаю теперь, заниженная, то может ли это привести к каким-то проблемам, я имею в виду психологическим проблемам, каким-то комплексам? Конечно, может. Что это может быть? Первый путь – это депрессия. Это уже так называемая заниженная самооценка, когда или непринятие себя, неприятие себя. Это депрессия, это уныние. Все, это уже какая-то определенная скорбь по поводу себя любимого. А депрессивное состояние – это очень тяжелое состояние. Гораздо легче пережить некий страх, гораздо легче пережить такие бурные аффекты, гнев, они кратковременные, уходит источник и уходит сама по себе энергия этого аффекта. Но когда человек заползает в эту такую темную дыру, черную дыру депрессии, ему действительно делается очень дурно, и он начинает полусуществовать. Как они защищаются? Ну, я имею в виду люди с заниженной самооценкой, как защищаются? По-разному. Лучшая здесь защита – это защита по типу рационализации. А рационализация – это некое рационализирование проистекающих моментов. Если говорить проще, лиса и виноград. Лиса увидела виноград, захотела его отведать, подпрыгнула, не достала. Подпрыгнула еще раз, но не может дотянуться. И в конце концов она себе сказала: да зачем он мне сдался? Он все равно зеленый. Да? Вот это такая басня Эзопа. И люди вот эту защиту по типу лисы и винограда, они включают. Растет некий юноша, у него амбиции, у него звездные мечты, у него прельщение, я буду самым великим менеджером. Потом вдруг выясняется, что он не великий менеджер, а большее, на что тянет, это менеджер среднего звена. Кто-то уходит в депрессию, кто-то уходит в пьянство, кто-то уходит в какие-то другие, в игроманию, а кто-то говорит: все равно он зеленый, в конце концов. Зачем мне этот виноград? Это лучший способ. Все же лучше. Да, конечно. Все это лучше, это признак интеллекта, во всяком случае. А есть еще стратегия. Стратегия, которую Фрейд назвал сублимацией. Сублимацией. То есть на самом деле об этом говорят и генетики, об этом говорят и психологи, которые занимаются родовыми влияниями.
что у каждого человека есть очень мощный потенциал, развивая который он может проявить качество гениальности. Скажу пресловутую вещь, но тем не менее я очень лояльно отношусь к банальным истинам, потому что у них все-таки глубина, проверенная временем, и в конце концов эту банальную истину, как можно рассмотреть с разных сторон, бесконечно. Когда-то она была ноу-хау, это истина. Сегодня стала банальной. А ведь она может и сегодня быть ноу-хау. Просто мы банальны. Привыкли, мы смотрим на нее другими глазами. Конечно, это мы рутинизируемся, мы банальны. Но, опять-таки, психологи говорят, все дети гении, потому что за очень короткий промежуток времени дать такой рывок в развитии, это действительно надо обладать гениальными мозгами. Так вот, на самом деле, мы потом останавливаемся за счет воспитания, за счет давления какой-то среды. Мы останавливаемся в своем развитии после 6, после 7, 8, ну, после детства. Почему? Потому что нам внушают, хватит внушать. Хватит мечтать, хватит фантазировать, хватит дурака валять. Да? Займись делом, учись, выучишься на хорошего специалиста, бухгалтера. Будешь хорошим менеджером. Да, менеджером. Он поэт гениальный или он художник великий. Нет, тебе надо вот ходить с портфельчиком там под мышкой и подписывать бумаги, тогда станешь человеком. Это буквально прессует и вводит его ограничения. Но, скажем такую вещь. В нем, в каждом человеке действительно существует мощный потенциал. Если он его будет развивать, он будет на своем месте. Если человек на своем месте, тогда все то, что с ним происходит, будет уместно. Тогда даже муки, которые он будет испытывать, это будут творческие муки. А это всегда сладость, условно говоря. Слушайте, а как вот сейчас, допустим, да, как можно повысить собственную самооценку? Вы сказали замечательную вещь. Каждый из нас уже герой, потому что родился, потому что один из миллионов оказался на свете. Я уже почувствовал себе какую-то такую искорку. Потом мы договорились, что дважды герой. Да, и то это минимум. От груди оторвались, значит, тоже герой. Пережил, значит... А если родился с проблемами и выжил, так это трижды герой. О, кошмар. То есть я могу сейчас просто говорить, ну это все игрушки, это, конечно, все игривое настроение, слава богу, что у нас есть чувство оптимизма, это потрясающее чувство. Другое дело, как человеку все-таки на практике повышать свою самооценку? Номер один. Рецепт номер 1, который я предлагаю. Реальным, конкретным пациентам или клиентам. Во-первых, надо в себе разбудить или реабилитировать загнанную, слава богу, не до конца пристреленную, пришибленную, прибитую фантазию. Вскрыть все, вернуться символически в свое детство или не символически, путем памяти, воспоминаний. То есть пережить то состояние, которое было в детстве. Дети, почему они гении? Да потому что они фантазируют. Эйнштейн сказал такую вещь, когда мне было 30 лет, я задавался детскими вопросами, что такое время. В то время, когда взрослые люди уже считают этот вопрос детским или глупым, забыли его. Так вот эти его детские вопросы привели его к Нобелевской премии, в конце концов. Все очень просто. И начать фантазировать. Факт номер 2. Но к этому же пункту номер 1 нашего рецепта. Дело в том, что фантазии на 80% сбываются. И когда нам говорят в детстве, прекрати заниматься маниловщиной, прекрати фантазировать, а лучше иди учи таблицу умножения, делают очень неправильные вещи, категорически неправильные вещи, потому что это не пустопорожнее времяпрепровождение, а на самом деле фантазия есть интуиция или провидение будущего. Это все, это воспоминания о будущем. Дети неосознанно вспоминают свое будущее. Ведь у нас есть два рода памяти. Одна память, которая обращается к прошлому, а другая память вспоминает будущее. Опа! И у нас блокируют эту самую память о будущем. И мы как слепые котята начинаем. Значит, вернись в тот... Позволить себе фантазировать. Обязательно. И не смущаться своих фантазий, и не бояться своих фантазий. Какое-то время побыть в этих фантазиях. Здесь возникают сразу же контраргументы некие. Ну как же уйти в мир фантазий, вот там я буду 4-жды героем, космонавтом и так далее, да, а потом вернусь на эту самую бренную землю, или она меня вернет, и что называется? Шмякнет. Да, шмякнет. И очень сильно шмякнет.
Так вы попробуйте, прежде чем программировать себя на эту ситуацию. Вы себя на нее программируете, что жизнь шмякнет. Жизнь не шмякает. Это вы шмякаетесь. Если я бегу, сломя голову и ударяясь этой самой головой о стену, это не стена меня ударила. Это я ударился о стену. Жизнь не шмякнет. Потому что день пофантазировал, второй, третий. Ну, средний психотерапевтический процесс, который использует метод фантазии или так называемого активного воображения, это метод Карла Юнга, его терминология активного воображения, длится примерно месяц. За этот месяц происходит очень глубокая трансформация личности. За полгода, можно я расскажу реальный случай? Давайте. Просто реальный случай. Вы сейчас прям по Нарбекову. Нет, ну то, что вы рассказываете сейчас, я опять вспоминаю, я читал много очень Нарбекова, там как раз об этом много сказано, о том, что интуицию человек теряет, потому что появляется логика. Чем взрослее человек, чем старше, тем меньше он интуитивен, тем меньше он фантазирует, тем меньше он притягивает к себе позитивного. Да. Но я бы не противопоставлял логику и интуицию. Логика, она сама по себе тоже интуитивна. И величайшие логики, философы, которые добились, скажем, Бертран Рассел, который создал теорию логических уровней, за которую, опять-таки, получил Нобелевскую премию, он делал очень многие вещи интуитивно. Логика сама по себе, она отнюдь не противоречит интуиции. Мы отвлеклись. Вы хотели рассказать какую-то конкретную историю? Да. Хорошо, был вот действительно такой юноша, уже такой великовозрастный юноша, который поддался общей идее, что вот, дескать, менеджерам непременно надо быть менеджером. Вот как раньше, очень давно, советскую эпоху, надо быть инженером, выучиться на инженера, вот, а теперь надо быть менеджером. Он ходил, вот этот пресловутый такой костюмчик, не самой высокой марки, вот как менеджер одевает, зато с галстучком, бедненько, но зато опрятненько. Маялся. И мы методом фантазии вдруг его подвели к тому, что он в действительности, он живописец по природе своей, он знаменитый художник, он в своих фантазиях был великим художником. Да, он малевал что-то, да. Он говорит, я буду малевать этих великих художников сейчас вот за каждым углом там. А менеджер, он хоть там деньги зарабатывает, он там при костюмчике. Да, он человек состоятельный, обеспеченный. Да. Не летает в облака. Да, я ему говорю, голубчик, так ведь художник, знаменитый художник, он может быть гораздо состоятельнее и в финансовом плане того же самого среднего менеджера. Совершенно верно. То есть, конечно, это факт. И писатель, и художник. Через полгода он начал выдавать продукцию уже художественную. То есть стал писать картины? Он стал писать картины через год. У него персональная выставка была уже. И через пару лет, может быть, уже появились покупатели, в том числе зарубежные покупатели. И, по-моему, одна из картин висит его в музее Гuggenheim сейчас. Ни много ни мало. Ни много ни мало. Вот такая вот вещь простая. Хотя человек за счет своих фантазий. Исключительно, хотя он упирался. Он говорит, доктор, вы сами фантазируете сейчас. Что вы такое говорите? Вот. Человек вернул себе свою самооценку адекватную. Верно? Совершенно верно. Самоприятие, адекватная самооценка. А как влияет самооценка на самоуважение в таком случае? И наоборот. Может ли самоуважение влиять на самооценку? А это одно и то же. Потому что уважение, слово этимологически, оно происходит от слова важить, корень важить. Важить – это взвешивать, вес. Вот как значит, оценивать. Да, значит, оценивать вес. Оценка собственный. Совершенно верно. Собственный вес в собственных глазах. Есть еще подобного рода истории, они не столь ярки, потому что в них не присутствует музей Гuggenheim, да? Но тем не менее, с точки зрения драматургии, с точки зрения рывка, прорыва, они не менее показательны. Вначале был контраргумент. Я не буду этим... Попробуйте, говорю. Вы попробуйте. Вы всегда можете отказаться от этого. Прошел месяц, как я говорю, уже пошла трансформация личности. Все, мы возвращаем себя. А второй пункт вот этого рецепта, да, после того, как мы уже как бы разблокировали не логику, упаси Бог, логику. Фантазию? Да. Открыть фантазию, открыть воображение и сняли
сугубо рационалистичность. Ведь логика к рационализму никакого отношения не имеет. Более того, могу сказать, что люди, которые мыслят рационально, или стараются, во всяком случае, мыслить рационально, они совершают логические ошибки. Вот с точки зрения, потому что, опять-таки, у меня на приемах зачастую приходится обращаться к логике. Человек выстраивает какую-то цепочку, и говорю, и он говорит, я же рациональной мыслью, я же трезвомыслящий человек. Я говорю, да вы посмотрите, вы здесь сделали ошибку, здесь. Вы наделали массу логических ошибок. Так вот, ваша фантазия вас, кроме того, научит еще логически мыслить. А логически мыслить – это бич современного человека. Это бич, потому что подменяют одно другое. Трезвомыслящий, шаблонный, рутинный обыватель, он делает массу логических ошибок. Где фантазия, там и логика. Как говорил Пушкин, в поэзии необходимо такое же вдохновение, как и в геометрии. Не в геометрии, как и в поэзии, а в поэзии, как и в геометрии. Эрнест, вот продолжить бы, а времени уже нету. Мы должны заканчивать, эфир так полетел незаметно. Но из того, что я услышал, мне кажется, и не только я, надеюсь, а еще наша аудитория многое для себя почерпнула, потому как самооценка и, оказывается, и самоуважение – это вещи единого порядка, это знак равенства. Очень хорошо и спасибо. Спасибо большое за то, что вы сегодня были здесь. Спасибо. Любое оценочное суждение должно подвергаться критическому осмыслению, независимо от того, положительное оно или негативное. К этому мы сегодня уже, слава богу, пришли. Определять ваши слабые и сильные стороны должны в первую очередь вы сами. Но главное, самооценка должна быть областью расчетов, а не эмоциональным состоянием. Играя во взрослые игры, пожалуйста, не забывайте о правилах. До встречи завтра на Здоровом телевидении. Пока.